В этом году Орозо начинается 13 апреля с первыми лучами солнца и закончится ровно через 30 дней. В этот период мусульмане обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективное разговение и специальную молитву. В преддверии начала священного месяца к верующим обратился исполняющий обязанности муфтия страны Джорубек Аджеш Шергазиев, который поздравил единоверцев с началом месяца Рамазан и пожелал мусульманам сохранить человеческое достоинство, несмотря на трудности и невзгоды. До начала благословенного и почитаемого всеми мусульманами месяца Рамазан остались считанные часы. Я спешу поздравить всех с наступающим месяцем терпения, благих дел и очищения от грехов. Месяц Рамазан можно по праву назвать одним из ценнейших и щедрых подарков от Всевышнего Аллаха. Соблюдение поста в священный месяц является обязанностью каждого мусульманина. Мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что благословенные дни Рамазана – это не только воздержание от еды и питья от рассвета до заката, но и полное посвящение себя Всевышнему. В этот месяц мы должны забыть прошлые обиды, оказывать помощь нуждающимся, проводить коллективные ифтары, укреплять родственные отношения, стать добрее, открыв свое сердце Создателю. Пост в священный месяц Рамазан в первую очередь направлен на духовное совершенствование верующего, милосердие, сострадание, обращение ко Всевышнему. Во время благословенных дней мусульманам необходимо проводить больше времени в молитвах, избегать праздного веселья и направлять все свои силы на помощь ближнему и нуждающимся, воспитывать в себе смирение и покаяние, просить у Всевышнего прощения за свои грехи, ибо пост – это в первую очередь исцеление души. Да поможет нам Всевышний во всех наших начинаниях, примет наш пост и молитвы, дарует нам и нашим близким здоровье, благополучие и душевное спокойствие. Вместе с тем, Духовное управление утвердило размер фитр садака – пожертвования нуждающимся в священный месяц. В этом году с каждого человека фитр садака составляет, как и в прошлом году, 1 килограмм 600 грамм пшеницы, муки, изюма или 3 килограмма 200 граммов ячменя, фиников. Фитр садака можно пожертвовать суммой, равной стоимости одного из этих продуктов. Из этих вариантов каждый сам выбирает, сколько пожертвовать, но надо постараться подать нуждающимся больше, например, от 40 до 640 сомов, в меру своих возможностей. Между тем, медики советуют заранее готовить организм к посту, чтобы мусульманин, нарушая биологические ритмы, мог без вреда для здоровья перестроиться с дневного приема пищи на ночной. При наличии хронических болезней перед соблюдением поста рекомендуется проконсультироваться с врачом. Вместе с тем, пост Орозо является лучшей диетой для профилактики болезней внутренних органов. Орозо не является голоданием, мы переносим прием пищи на другое время. Суточные биоритмы имеют определенную подчиненность, поэтому было бы хорошо, если бы люди заранее начинали перестраиваться. Рамазан является священным месяцем для мусульман, а Орозо обязательным для соблюдения постом. Но несоблюдение правил питания может привести к тяжелым последствиям. В первую очередь необходимо учитывать состояние здоровья. Беременные, женщины с грудным ребенком, люди с хроническими болезнями, дети не могут держать пост. Особое внимание нужно обращать на вечерний прием пищи, так как мы обходимся без питания от 14 до 18 часов. Трапезу нужно начинать не со сладостей вроде хурмы, а со стакана воды. Принимать пищу рекомендуется начать минут через 20 после воды, чтобы не нагружать организм. Воздержитесь от жирной пищи, ешьте фрукты и овощи. Несмотря на всю важность соблюдения поста, есть категория лиц, которые от него освобождается. Это несовершеннолетние, пожилые и люди с заболеваниями, которые не могут выдержать пост, а также беременные и кормящие женщины. Могут не соблюдать пост и путники, если они путешествуют далеко от дома. От соблюдения поста освобождаются дети, душевно больные, пожилые, люди, страдающие недугами, путники, находящиеся на расстоянии дальше, чем 90 километров от своего дома, и женщины в период беременности и кормления грудью. Если причина временная, как в последнем случае, то пропущенные дни поста должны быть восполнены. Не имеющие возможности поститься должны кормить бедняков. Отметим, при определении начала и конца месяцев мусульманского календаря Совет улемов опирается на местные географические особенности и астрономические данные. По предварительным подсчетам пост закончится 12 или 13 мая, в зависимости от появления Луны. Он продлится 29-30 дней. На следующий день будет Орозо Айт. Азамат Кинжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.